Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем организовывать на нашей площадке беседу молодежи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. У нас в гостях Алхаз Тхагушев, ветеран войны, кавалер ордена Леона, известный общественный деятель, который организовал вокруг себя группу молодых ребят, получивших увечья, инвалидность во время войны, и после организовал ассоциацию инвасодействия. Алхаз, здравствуй, спасибо, что нашел время принять участие в нашем проекте. Я бы, конечно, хотела больше поговорить не о театре военных действий, не о ходе войны, а о последствиях войны. Но для начала мне бы хотелось узнать, было ли у тебя ощущение войны, было ли ощущение надвигающейся угрозы? Да, безусловно, было. Но мы все жили тогда этим предчувствием чего-то, возможно, нехорошего. Ну, человек такое существо, что не хочет верить в самое плохое, но предчувствие, конечно, было. Мы говорили о том, что вот нагнетается ситуация. Ну, потом были события 89-го года, в которых я тоже принимал участие, известные, да. Потом были другие события, там, связанные с Мехидриони. Меня здесь не было тогда, я учился. Вот, ну, в это лето, как раз, когда началась война, в общем, все разговоры так или иначе были, хоть мы и молодые ребята были, но так или иначе мы касались этой темы, потому что она всех волновала, нас. Вот, ну, предчувствие, можно сказать так, нас как бы не подвело. Лучше было бы, чтобы подвело, конечно, но случилось то, что случилось. Почему ты не уехал, как это делали некоторые? Ну, честно говоря, для меня это вопрос такой, знаете, в этом вообще ничего героического, мне кажется, нет. Просто, ну, когда речь идет о том, что, ну, это твой дом, ну, моя родина начинается с моей семьи, с моих близких. И я как бы это воспринимаю и сейчас, и тогда воспринимал как угрозу, ну, тем людям, которых я знаю. И если я не пойду, а кто будет их защищать? То есть мой город, например, родной Новый Афон. Да? Ну и дальше, то есть от малого к большему. У меня не было таких терзаний, что типа нужно уехать, нужно остаться. Ну, как-то все мои друзья и я, ну, как бы, мой близкий круг, с кем я общался, мы все, значит, знали с первого дня, что мы должны делать. Алхаз, вот про последствия войны. Мне всегда в этом контексте вспоминается творчество Ремарка, который применял термин «потерянное поколение», имея в виду молодых ребят, которые получили психологические, физические травмы и после войны не сумевшие найти себя в гражданской жизни. Да. Как тебе удалось вернуться к мирной жизни? Как тебе удалось не сломиться? Ну, здесь нечего особо скрывать. Любой человек, который через это проходит, это очень сложный опыт личный. И были разные мысли нехорошие, и состояние депрессии глубокой, да. Но все это было в моей жизни, но, слава богу, как бы близкие мои как-то не дали мне уйти в эту сторону. И в какой-то момент просто, может быть, в силу того, что я как бы человек деятельный, мне показалось, что ну случилось и случилось. В какой-то момент я себе сказал: слушай, давай жить дальше уже, хватит там жаловаться на жизнь, там жалеть себя и так далее, и думать о каких-то там нехороших вещах, там о суициде и прочем. Вот. Ну, такие мысли были. К сожалению, многие ребята из этого, многие, кто прошли войну, они не смогли с этим справиться. Сразу после войны, после нескольких лет, конечно, у нас, я думаю, все знают, сколько ребят как бы покончило со своей жизнью. Но многие не смогли найти, там, я не знаю, там, находили утешение там в бутылке, еще какие-то вещи. К сожалению, у нас не было поставлено, это объективная реальность была, у нас не было никаких служб, страна была разрушена, а потом вся эта блокада тоже накатила на нас. То есть мы, в общем-то, проживали такую жизнь, выживали, можно сказать. Мы же все это помним. Сейчас я такие как бы очевидные вещи говорю, ну, думаю, и ребята тоже, тем более там историки, старшеклассники, все это и без меня знают. Ну да, как-то говорят сейчас, вот, например, там, что вот
война, которая сейчас идет, и уже последствия какие-то негативные. Каждая война, она несет такие негативные, шлейф такой негативных последствий, потому что человек, который прошел через эту жестокость, которую он не может не видеть, нам приходилось привыкать к этому всему, да, ну а как иначе воевать невозможно. Вот. И из этого выходить состояние плохо. Я никому не пожелаю в этом состоянии оказаться. Это, конечно, ну, так, не самые светлые воспоминания моей жизни, так скажем. Абхазия вышла из войны разрушенной. В 1994 году, ребята, наверное, все знают, и была объявлена жесточайшая экономическая блокада, когда молодые люди не могли выезжать за пределы республики. Оказывалось беспрецедентное международное давление. Вот мне интересно в этом контексте, когда прошла эйфория от победы, и пришло понимание, что нам еще за мир нужно бороться очень долго и упорно, что нам нужно еще долго и долго доказывать, что мы имеем право быть свободными. Ну, сложно мне сказать, когда конкретно. Это, конечно, как бы постепенно вот такое некое разочарование действительностью, оно приходило, да, потому что у нас были очень завышенные ожидания. Мы думали, вот сейчас мы победили, вот сейчас мы уже там вот все. И сейчас Нас вот будем, оценят, да, нас признают. ну, и мы сами себя признаем. Нужно как бы быть честными, что одно дело то, что о нас мир думает, другое дело, как мы сами себя ведем в своей стране, где мы хозяева, где от нас многое зависит. Вот. И в этом плане, как бы, ну, что сказать, розовые очечки пришлось снять и начинать работать. Ну, так я, собственно, занялся той деятельностью, которой до сих пор занимаюсь. Ну, потому что, опять же, чего жаловаться на жизнь? Нужно что-то делать реальное, конкретное, и тебе легче будет, и ты еще и кому-то можешь помочь. Я как бы придерживаюсь такого принципа, мой девиз по жизни: делай, что должен, и будь, что будет. Я считаю, что, в принципе, меня вполне устраивает такой подход. Вот эта неудовлетворенность, отсутствие денег, женщины с тачками на границе, возросший всплеск преступности, да, были убийства, грабежи, не знаю, похищения людей. То есть вот такой мрачный немножко был фон. У кого-то, я не говорю о том, что это могло быть в публичном пространстве высказываться, у кого-то вот в частной беседе возникала ли такая доля сомнения, а зачем мы вообще шли к победе? И, может быть, мы откажемся от идеи независимости в обмен на материальные блага? Каким-то людям, наверное, приходилось. В моем близком кругу таких мыслей я как бы не слышал. Но мне легче в этом смысле было. И здесь вот у нас в аудитории много историков, ребят, студентов. Я тоже как бы в свое время увлекался историей, много всяких материалов читал. Ну и, в принципе, понимал, хоть был тогда еще совсем молодым человеком, да, я понимал, что, конечно, объективно быстро страну с нуля построить невозможно. То есть есть какие-то объективные причины, которые предполагают, что, ну, там одним днем государство не строится. Так или иначе, мы должны были, и сейчас у нас далеко не все в порядке как бы в нашей стране, мы должны разбираться со своими проблемами прежде всего сами. Мы должны больше ответственности проявлять, как граждане этой страны, да, и за то, какую власть мы, например, выбираем, как мы ее контролируем, например, да, как мы повседневно там себя ведем. Вот у нас, например, очень большая проблема — это то, что в таком зачаточном состоянии у нас местное самоуправление. А местное самоуправление — это что? Это вы, я, мы живем на одной улице, в одном доме, мы что-то предпринимаем вместе, сообща, да, мы вместе смотрим, там, где наши дети играют там во дворе, да, там, насколько этот двор ухоженный и так далее. Вот этого компонента, к сожалению, у нас нет, при том, что нужно понимать, что если ты едешь там в абхазское село, то, ну, я считаю, что это прям такой, как это сейчас модно говорить, эко-стайл, да. Там абхазский двор — это прямо образчик эко-стайла. И все ухожено и так далее. Ну, вот эта трансформация, когда большая внутренняя миграция произошла, и люди из деревень и сел, это объективно так было и после Второй мировой войны, например, в Европе, мы знаем, да. Это все нужно пережить нам.
Ничего как бы катастрофического в этом нет, но просто должна произойти такая глобальная перенастройка нашего общества. Она происходит болезненно, тяжело, но ничего. Вот эта трофейная психология, она присутствовала? Она повлияла? Ну, части людей, которые, ну, чего скрывать, которые, для которых главный девиз по жизни «занято» написать было, да, там где-нибудь побыстрее, да, там в каком-нибудь гаражике, еще где-то. Вот. Но она, да, Почему присутствовала. мы так остро с этим столкнулись? Ну, я не думаю, что у нас что-то особенное происходило. Мы как бы, это хорошо, что мы как бы заостряем и говорим, что вот это очень нехорошие вещи. Это правильно, нужно это делать. Но я думаю, плюс-минус в любой стране, где прошла война, вот такого порядка, происходят приблизительно такие процессы. То есть ничего такого сверхъестественного, чего бы не было в другой, там, по какой-то постконфликтной стране, я лично не вижу, честно говоря. Ну, мы можем, например, там, какие-то примеры взять, там, скажем, как последствия войны там, устранялись там, в той же Чечне, скажем, где была кровопролитная тоже война. Я скажу, что до каких-то вещей мы не дошли, слава богу. Понимаете, там вопросы ожесточения, вопросы каких-то вот, не знаю, мне кажется, что в принципе все в наших руках. Да, у нас много проблем, но голову пеплом мы не должны посыпать. Нам нужно как бы больше думать о том, какое будущее мы хотим построить вот для этих прекрасных ребят. И, вернее, в принципе, что мы будем строить? Я уже ничего особо не могу строить, это им нужно будет принимать эту страну. Это страна ваша, друзья. Она, в общем-то, мне-то уже полтинник, как бы 50 лет. Ну что, я хочу размеренной жизни, а чтобы молодежь наша дальше это все несла. Так что нормально. Я думаю, что они многие наши грехи поправят. Ребят, присоединяйтесь к разговору. Может быть, вы хотите что-то спросить и представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Харьковский государственный университет, исторический факультет, второй курс Сагрба Сабина. У меня такой вопрос. Как вы ранее сказали, события 89-го года, вы участвовали в них, и уже было понятно, что в скором времени начнется война, но никто не знал, что через пару лет и так быстро. И когда началась война, к вам приходила такая мысль, что во время войны эти события закончатся не в нашу пользу. И как вы ускользали от этих мыслей и держали боевой дух? Спасибо, Сабина, за вопрос. Ну, честно говоря, знаете, мне было там 20 лет, да, и в молодости у вас, ну, как, я думаю, сейчас вот каждому из вас это можно отнести, у нас не так много негативного опыта, и, может быть, мы иногда заблуждаемся, когда молодые. И слава Богу, у вас сейчас хорошее время для заблуждений. Но это не было заблуждением. Я и мои друзья, мы были уверены, что мы победим. Ну, не знаю почему, но у нас была такая уверенность. У нас не было, даже когда, вот вы знаете, это была такая же очень сложная ситуация, потому что и Гагра там, Гагрский десант, и мы были, в принципе, ну, так прям в блокаде. И, ну, при всем Совершенно при этом, неравные силы. Ну да, но при всем при этом должен сказать, что, конечно, очень воодушевило нас то, что вот, значит, добровольцы, их немного, не так много было, но это сам факт был очень важным, это символический факт был такой, то, что наши там братья Северного Кавказа пришли, и это очень, конечно, вдохновляюще действовало на людей, и то, что наша турецкая диаспора, вот ушел от нас большой патриот действительно нашей страны, Сунер Гогуа. Вот, я помню еще вот молоденький, я когда вот первый раз увидел наших ребят там из Турции, из как бы махаджиров, там были не только из Турции, там были вот, например, там сириец в моем отряде был тоже, ну, как бы сирийского происхождения абхазец. Это тоже очень воодушевляло. То есть их вроде бы, казалось бы, не так много было, понимаете, по сравнению с теми, ну, кто здесь был. Но как бы сам факт того, что кто-то пришел на помощь, это важно. Важно помнить тоже, как бы, что ну, человек не должен оставаться ни в какой ситуации, как бы чувствовать, что он один. И то же самое касается, наверное, можно отнести и к народу.
Да, мы почувствовали, что мы не одни. Пусть даже силы были не сильно равны, очень сильно не в нашу пользу, но это имело свое значение. Ну, у нас еще и был лидер, который тоже воодушевлял. Безусловно. То есть мы действительно, ну, я точно могу сказать, что ну, все, кого я знаю, там без, ну, как бы готовы были отдать жизнь за Владислава, потому что это был действительно наш лидер. И мы гордились, и сейчас гордимся тем, что вот нам так повезло, что в этот исторический момент наш народ как бы смог, ну, вы знаете, наверное, что Владислав Григорьевич, он работал в Институте востоковедения в Москве, и ну, фактически народ наш призвал его. Да, вот я помню, как это все происходило, то есть, в принципе, он мог вполне себе, если бы там, если бы его как бы с ним не поработали и не попросили его как бы включаться в этот процесс, он вполне мог там историческими какими-то делами, наверное, заниматься. Вот. Но повезло, так срослось, и такая выдающаяся личность, безо всяких, я как бы не склонен к тому, чтобы как-то, знаете, в бронзе отливать Владислава. Для меня, вот, честно говоря, вот эти попытки это сделать, они как-то меня от этого коробят. Потому что Владислав был со своими и плюсами, и минусами, он живой человек был. Для этого он, именно поэтому он для меня ценен. И не нужно из него делать как бы истукана, да, в истории. Он и должен остаться таким живым человеком, который и ошибки мог совершить и так далее. Но то, что мы точно знали, что он горит за то самое дело, за которое мы готовы пойти все вместе умереть. И он тоже это готов был сделать, и мы это чувствовали. И, в принципе, ну вот, поэтому, наверное, случилось, как случилось, а никак иначе. Я так думаю. Здравствуйте. Я Адбар Нарт, студент Абхазского государственного университета, исторический факультет, 3-й курс. Вы говорили о том, что нам не хватает самоуправления на местах, что оно находится в зачаточном состоянии. Как вы считаете, что нам нужно сделать, чтобы это самоуправление развивалось? Ну, честно говоря, я думаю, что это как раз фундамент нашего государства. И я считаю, что это главное упущение наше, но и главная сфера, где у нас огромный потенциал для развития. Для того, чтобы это случилось, ну, кто-то, наверное, может сказать, что нужно там поменять конституцию, там усилить там позиции на уровне законов и так далее. Но мне кажется, что сами люди должны почувствовать вкус к тому, что от них зависит, что вот происходит вокруг, да, там, скажем, в их городе и так далее. Я не верю в то, что такие вещи можно как бы насадить сверху. Да. Мне кажется, что мы сами должны быть активны. Вот я когда был депутатом, такое тоже в моей жизни случалось удивительным образом. Значит, я был депутатом Сухумского округа. Просто вот вам расскажу, как из своего личного опыта, чтобы было понятно, что я имею в виду. И когда, например, я приходил к людям, да, ну это они говорили, у нас проблема, да, ну казалось бы, там депутат парламента, он не должен заниматься там местными делами, казалось бы, но на самом деле это не совсем так, потому что депутат парламента, он отстаивает права людей. Да, он должен быть их представителем. Если права нарушаются, то он, конечно, не должен там покупать там какие-нибудь там мусорные баки, там, как это у нас в предвыборной кампании делается, да, в виде таких, так скажем, взяток, да, там, или трансформаторную будку починить и так далее. Я как бы считаю, что это не нужно делать. Но когда ты избран уже депутатом, ты должен, конечно, помогать людям, когда нарушается закон. Ты как раз для этого и призван туда. И вот когда я приходил на какие-то улицы, в какие-то дома, куда меня звали, где люди организованы, мы достаточно быстро и эффективно решали вопрос. Почему не разрешить людям избирать районных глав? Или, например, главу администрации города Сухум? Что в этом такого удивительного и сложного? То есть нам, как гражданам, значит, доверено избирать президента. Доверено? Кто из вас ходил уже на выборы?
Признавайтесь честно. Только вы? Точно? Серьезно? Ага. Нет, ну мы верим вам, ну просто... ну вы, наверное, по возрасту, да? Или как, я не совсем понимаю. Или просто типа неинтересно? Кандидаты. Ага, не нравились кандидаты? Ну, тоже вариант. Ну вот, понимаете, вроде бы нам говорят, что вот наша система доверяет нам выбрать президента. Это же намного более, ну, как бы сложные дела. То есть один человек отвечает за всю страну, типа. Или депутаты. А почему мы не можем выбрать, например, главу администрации? Что такого удивительного? И тогда глава администрации не будет назначенцем. Он будет больше смотреть в сторону жителей. Это же вроде простой вопрос, да? Как бы вот вроде бы простое изменение. И, кстати, о нем говорили позапрошлые власти, прошлые, нынешние что-то подобное говорили. Но потом как-то вот люди попадают во власть, и у нас как бы какой-то сбой происходит. Вот. И мы тоже с вами не особо требуем. Вот если бы мы потребовали, я думаю, легче было. Я понимаю, что одно то, что мы будем избирать там главу администрации, сразу не решит всех проблем. Но это уже какой-то путь, вы знаете. Потому что этот человек, вот, например, там, скажем, я не знаю, знаете, нет, сейчас там проблема актуальная, там, застройки города, да? Какие-то там стройки ведутся с нарушением, как бы, ну, какое-то общественное возбуждение по этому поводу. Что, никто из вас не в курсе? В курсе? Вы в курсе? Точно? Тоже? Анна, вы не в курсе? Ага. Ну, смотрите, да, ну, я не знаю. Вроде бы это так тема звучит. И что делать? Значит, я считаю, что если бы, например, причем у меня, ну, как бы хорошие рабочие отношения со всеми главами администрации, которые вот назначаются президентом, ну, насколько это возможно, да, но я считаю, что им самим легче было бы. Это была бы политическая должность. И человек мог бы доказать на малом, скажем, управляя городом Сухум или управляя районом каким-нибудь, выбранным, да, он мог бы доказать, что он может как бы управлять страной. Мы в последнее время особенно часто стали посыпать голову пеплом и очень много говорить о разрухе. Вот на твой взгляд, насколько мы эффективно смогли выстроить институты власти, насколько они эффективны, насколько мы активно строим гражданское общество, правовое общество? Что у нас с этим? Где мы пробуксовываем? Ну, вы знаете, что вообще нам дала, вот в целом, что нам дала победа в войне? Ну, победа в войне дала нам, что мы, ну, как минимум, живы и живем на своей земле. Это так немало, мне кажется. Вот. Победа дала нам ощущение того, что мы вершители своей судьбы, как мне кажется. Вот. И у нас должен быть какой-то драйв к тому, чтобы строить страну. То есть нельзя, вот знаете, как бы с опущенной головой что-то строить. Ну, как-то нужно быть бодрее. И это, если как бы взять в исторической перспективе, конечно, мы можем это все выкинуть на свалку в итоге своими там ошибками постоянными и тем, что мы уйдем куда-то не туда. Но мы можем, ведь все в наших руках, как и во время войны, и перед войной. Да? Ну, времена сегодня не самые сложные времена, которые были. Ну, давайте вспомним в исторической перспективе, когда наши как бы, люди писали во времена Сталина письмо Сталину. Им что, нечего было бояться? И тогда ситуация была лучше, чем сейчас? Да нет. Слушайте, у нас сейчас нет такой проблемы. Эти люди, они все ходили, ну, я бы сказал, что они все могли быть расстреляны, в общем-то, уничтожены. И они не боялись это высказывать. А что сейчас нам мешает это делать? Ну да, всегда есть какие-то обстоятельства, которые усложняют нашу жизнь. Потому что мы маленькая страна. Ну, как мы видим, и у больших стран проблемы своего порядка. У всех есть какие-то проблемы в мире. Ничего страшного. Нужно быть готовыми к вызовам. Я бы хотела дальше, чтобы мы продолжили задавать вопросы. Может быть, вот вы, ребят, кто-то созрел. Давайте. Да, здравствуйте, меня зовут Саида, я ученица 2-й средней школы. У меня такой вопрос, можете ли вы нам рассказать о своей нынешней деятельности?
Ну да, могу рассказать, если это интересно. Я работаю в организации, которую мы с друзьями создали, ну, почти сразу после войны, не считая там пары лет, когда я там как бы ничем не занимался, так скажем. Вот в 95-м году мы уже начали такую активность некоторую, потому что мы поняли, что вот собрались ребята, у кого были ранения, и, в принципе, я им сказал, говорю, давайте мы что-то попробуем вместе сообща делать, потому что я вижу, что приблизительно один порядок проблем у каждого из нас. Да. Ну вот мы начали обсуждать, там, у кого-то там коляски не было, кому-то нужна была там какая-то помощь там, медицинская, еще что-то. И так пошло-поехало, мы подумали, ну а почему бы тогда нам организацию не создать. Вот, создали организацию, потом, значит, первые компьютеры, у нас компьютеры тогда только появились, сейчас, конечно, ребят ничем не удивишь, у нас компьютер на ладони, да. Вполне себе компьютер. Тогда это было, конечно, таким фантастическим сценарием. Ну, мы вот организовали курсы компьютерные. Сначала это был такой компьютерный центр, вот, Ахрабжане. Там был руководителем Анзор Бегвава, которого, к сожалению, сейчас нет, другие ребята. Вот, они как бы помогли нам. Это нам очень сильно пригодилось в нашей будущей работе, потому что компьютеры такие были тогда огромные. Вы таких, наверное, и носителей не знаете, информационных, типа дискет. Слышали про дискет? Серьезно? Дискеты, знаете, что такое? Ну вот, как бы, да, потихоньку начали шевелиться, потом начали заниматься вопросами реабилитации. Вот. Вот сейчас, например... Большое количество людей нуждалось в реабилитации? Да, конечно, большое количество нуждалось в реабилитации. В принципе, мы начинали как организация, которая работала для ветеранов. Ну, потому что мы не знали вообще эту тему, мы пытались сами что-то узнавать. У нас был личный опыт инвалидности, не особо большой, да, там, скажем, у меня, у других ребят. На этом основана была, как бы, наша деятельность. Но потом оказалось, когда мы начали более-менее эффективно какие-то вопросы решать, к нам начали приходить там мамы, например, детей с инвалидностью. Ну, мы как бы поначалу испугались, думаем, а что мы можем сказать там маме с ребенка, у нее ДЦП, что я... Ну, потом как-то вот оказалось, что мы начали искать информацию. Это сейчас в интернете, знаете, как бы клик-клик, и все, весь мир перед вами, да, все знания, вы можете там все что угодно найти. Вы ищете, я надеюсь, да? Что такое загуглить, знаете? Точно? Ну, хорошо. Ну, с выборами просто было сложнее. Ага. Ну, видите, то есть сейчас, да, а тогда приходилось искать, вот нам ездили куда-то там, я старался там, ну вот как бы завязались какие-то связи, там у нас хорошие старинные друзья, вот московская организация «Перспектива», которая очень много, ну, пожалуй, одна из ведущих организаций России, общественных организаций, которые занимаются проблематикой инвалидности. Ну, это что? То есть это когда человек вот оказывается, например, на коляске, да, ну вот как я там, скажем, после войны, или он там с детства, у него такие проблемы. То есть сейчас в мире практикуется так называемый инклюзивный подход. Инклюзия – это включение, да. То есть раньше, там, в 20 веке, я не знаю, там, лет 50 назад, эту тему решали таким образом, что создавали такие отдельные резервации, да, там, скажем, специальные интернаты, еще что-то. И людей с инвалидностью, их как бы старались как бы решать их проблемы в этих специальных учреждениях. Ну, это, конечно, не сильно хороший выход из ситуации был, но какой был. Тогда человечество доросло до того, чтобы вот это делать. Но постепенно жизнь менялась, и вдруг вот победила, значит, такая философия, которая говорит о том, что нужно людей интегрировать. Люди должны жить полноценной жизнью, они тогда приносят больше пользы, они реализуют себя и так далее. Классический пример, который для вас может быть понятен, это когда вот школа, да, и человек сидит на коляске, да, и школа имеет ступени. То есть человек не может учиться на коляске. Ответ как бы старый, классический медицинский подход. Он говорит о том, что он не может учиться на коляске, потому что у школы есть лесенка. И по лесенке человек не может забраться. А социальный подход, вот этот инклюзивный, он говорит о том, что постройте пандус,
и он вполне себе будет учиться в этой школе. Вот мы приблизительно такой подход, и если так на пальцах объяснять, конечно, тема более сложная, более важная, ну вот мы этим занимаемся, чтобы люди все могли себя реализовать. И вот в том числе люди с разным опытом инвалидности тоже, и дети, и взрослые, и так далее. Если на чашу весов, на одну чашу весов поставить все наши достижения, успехи, а на другую чашу весов проблемы, на твой взгляд, что перевесит? Мы пока в плюсе. То есть, если бы мы были в минусе, нас бы здесь мы бы не сидели. Если мы будем чуть более ответственными и не будем прятать голову в песок, что мы сейчас часто делаем, ну, глядя на то, как у нас разворачивается ситуация там, в той же энергетике там, долгие годы, там, и в других отраслях, то у нас все есть, нам Боженька все дал. Всевышний нам все дал. Слушайте, есть страны, которые не имеют, я не знаю, там, 100-й части, до 1000-й части того, что вот мы имеем, мы по этому богатству, по этому золоту, по этим бриллиантам, россыпи мы ходим. Как мы используем, например, наш рекреационный потенциал. Вот сейчас мы создали, скажем, с коллегами, да, вот в сфере, где я работаю, да, мы инициировали создание все вместе, как бы разные организации, ассоциацию реабилитологов. То есть мы хотим не просто, чтобы эта тема как бы касалась только наших граждан. Понимаете, у нас такая амбициозная задача, скажем, сделать так, чтобы мы закрывали эти потребности, да, в реабилитации там, детей и взрослых у нас в Абхазии, но и чтобы к нам ехали люди. Потому что в этой сфере, например, да, у нас просто потрясающие, у нас идеальные условия. Посмотрите, что мы имеем. У нас ты можешь сидеть, вот лежать как бы на берегу, там, загорать, через 2 часа ты будешь в горах, в снегу. Слушайте, где такое еще? И это все мы должны использовать. И не только как бы... Рекреационные возможности Абхазии, туризм, конечно, богатый. который есть, это хорошо. Но туризм, который мы должны трансформировать. Нам нужно, чтобы был медицинский туризм, реабилитационный туризм. Это сейчас очень высокотехнологичные вещи. Там присутствуют эти высокие технологии. Если мы правильным путем пойдем, то я вам скажу так, что через каких-нибудь 10-20 лет мы будем говорить о том, что как бы вот сейчас у нас как бы кто у нас драйверы, там, скажем, нашего бюджета, да, той части, которую мы собираем здесь внутри, не которую нам присылают, которую мы сами зарабатываем. Ну, там какие-нибудь там Аквафон, Мобайл, я не знаю, Вина и воды, там, привет, Ники, Ачба. Значит, вот такие, да? Бюджетообразующие И тут, организации. как бы, например, мы вполне можем эту отрасль, да, санатории, какие у нас санатории работают? У нас не работает. Когда люди, да, санаторно-курортный как бы комплекс, бальнеология, курортология, это все такие вещи, которые мы обязаны развивать. Вот как только, вот смотрите, вот самый интересный момент, что как только общественная инициатива в лице нас, да, и государственный институт в лице там Минздрава, и другие люди. Как только мы не ищем, как бы, кто из нас главный, а входим в рабочий процесс, мы можем добиться очень многого. И я вам скажу, что это вообще странно и удивительно, когда у нас, вот ты говорила про гражданское общество, скажем, любые общественные организации, они должны быть в помощь, в поддержку и с государственными структурами плотно работать, и с бизнесом. Посмотрите, что делал у нас бизнес. Ну, давайте вспомним ковид. Ну, ковид же все помнят, да? Уж точно все помнят. Все эти странные времена, да, когда мы сидели и некуда было пойти. Вообще мне не верится, что мы это Что это пережили. было, и что Кошмар. мы прошли как вчера, Да. как сон. Но посмотрите, как проявили себя там бизнесмены наши. То есть, если бы они не делали всего, что они делали, там, низкий им поклон. Там, абхазская диаспора, московская, другие люди, там, Аквафон, Мобайл, все вот эти люди, они реально очень помогали. Это же хорошо, когда мы все в одной упряжке и понимаем, что у нас одна страна. Слушайте, зачем нам делить проблемы? Это глупо делить проблемы. Нужно объединяться и совместно решать эти проблемы. И тогда результат будет другой. А когда мы запираемся, когда мы закрываемся, когда кто-то считает, что он самый главный, самый важный, тогда не получается ничего. Нужно вовлекать людей в процесс.
Понимаете? Ну, вообще, вот завершая, я бы хотела сказать, что история, наверное, знает немного примеров, когда такой малочисленный народ, как абхазы, смогли создать свое государство и добиться независимости, признания независимости. Вот этот фундамент для успешного развития государства был заложен 30 лет назад. Да, но этот срок, конечно, большой, но нам надо еще, конечно, очень много усилий, воли предпринять, чтобы мы построили современное, отвечающее современным вызовам государство. Ребят, вот на этой ноте я бы хотела завершить нашу беседу, поблагодарить нашего гостя Алхаса Тхагушева, Спасибо. вас за активное участие в нашем проекте. Спасибо, друзья. Ребята, я вам хочу сказать, что берите и делайте. То есть, знаете, когда... И вот просто нужно что-то делать. И лучшая форма патриотизма для нашей страны, я считаю, не надрываться там с утра до вечера в Фейсбуке или где-то и говорить, там, рубашку рвать и говорить, как я люблю Родину. Учитесь хорошо, да? Немножко назидания можно же, да? Конечно. Вот. И потому что образование, то, что вы сейчас имеете, я просто сравниваю со своей молодостью, я думаю, да, Господи, какой кайф вот сейчас вам, понимаете, вот нырнул в интернет, и ты находишь все, что хочешь, вот все, что хочешь. И пользуйтесь этим, пожалуйста. Будьте открыты миру, новым идеям, и все у вас получится. А если у вас получится, то и у нас у всех получится. Потому что вы наша надежда, вы наше будущее, вы будущее нашей страны. Вы, вернее, уже, можно сказать, скоро будете настоящим этой страны. Так что вам и карты в руки, дерзайте. Нормально? Алхас, спасибо. На этой ноте оптимистической я завершаю нашу беседу. Спасибо огромное. До свидания.